Новостная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Международный аэропорт Владикавказ закрыт на реконструкцию. За 2 месяца намерены отремонтировать взлетно-посадочную полосу. С ходом работ сегодня ознакомился глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Пункт пропуска Верхний Ларс работает по новому режиму. Из-за этого на границе скапливается транспорт. Когда возобновится круглосуточный режим работы, узнала наш корреспондент Тамила Хамицаева. В Северной Осетии продолжают отмечать день рождения Костахи Тагурова. В честь 155-летия поэта сегодня во Владикавказе открылась выставка. Эти и другие темы далее подробно. Модернизация взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Владикавказ закончится в назначенные сроки. Работы здесь ведутся уже больше месяца. Сегодня процесс реконструкции лично проверил глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Сам этот метод построения, вот этого покрытия, он увеличивает классификационное число. Вот в Сочи такое же покрытие? В Сочи такое же покрытие, да. Во всем мире вообще сегодня применяют вот такое покрытие. Идеально. Да, идеальная ровность получается, и оно называется так называемое нежесткое покрытие. Реконструкция проходит в рамках федеральной программы на государственные средства. Общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей. Длина полосы останется без изменений – 3 километра, а вот полотно будет асфальтобетонным. После ремонта воздушная гавань Владикавказа сможет принимать самолеты любого класса и без весовых ограничений. Я удовлетворен тем, как ведутся работы. Я знаю, что технологии, которые здесь применяются, это самые современные на территории России, в принципе, и в Европе тоже. Вот. Поэтому мне приятно, что практически без срывов, технические трудности с поставкой асфальта, битума. Чехия, которая из-за санкций могла приостановить поставку светотехнического оборудования, слава богу, эти вопросы тоже решены. Первый технический рейс назначен на 30 октября, а уже 31-го аэропорт начнет функционировать по привычному графику. Правда, первый месяц после открытия рейсы будут только дневные. Для ночных полетов предстоит установить светосигнальную систему. Она будет освещать посадочные полосы даже в непогоду и темное время суток. Фатима Макиева, Асамас Кочиев, Осетия ТВ. С 12 октября КПП «Верхний Ларс» работает по жесткому графику. Теперь пересечь российскую границу можно только с 7 утра до 6 вечера. С просьбой перейти на новый режим выступила грузинская сторона. Основной причиной пограничники назвали угрозу повторного схода селя. На территории грузинской КПП сейчас идут восстановительные работы. Из-за нового графика на российской границе скапливается транспорт. Основная причина скопления транспортных средств перед пунктом пропуска, особенно на выезде из Российской Федерации, в связи с тем, что транспортные средства в ночное время прибывают на территорию пункта пропуска и стоят перед пунктом пропуска до открытия. К сожалению, пока не все водители знают о новой системе, поэтому автомобили продолжают прибывать на КПП ночью. Люди таким режимом недовольны, но к сотрудникам контрольно-пропускного пункта относятся с пониманием. Плохо, что только дневной режим. Надо, чтобы хотя бы до 10. Раньше до 10 работали более-менее, а сейчас от 7 до 7. Что это вообще мало? А сегодня за целый день 300 метров еще не проехали. 3 часа стою там в очереди, да. Ну, бивает 5, бивает вообще, иногда вообще не бивает. Ну, они что, они же не виноваты. Машин много, они не успевают просто. Вот вы сами видите как, а? Часто проходит, тут несколько тысяч машин. Да. А если будет от 24-часовой, тогда будет прекрасно. Когда пункт пропуска по-прежнему будет работать в круглосуточном режиме, зависит от грузинской стороны. С легковым транспортом особых проблем нет. К 4 часам дня очередь бывает полностью устранена. По-другому обстоит дело с фурами. На КПП «Верхний Ларс» в очереди стоят около 120 грузовых машин. Пропускная способность российской границы – 170 грузовиков в сутки. Из-за перехода на дневной режим таможенники работают на пределе возможностей. Задействованы все полосы для движения. Даже в таком режиме за 10 часов специалисты успевают зарегистрировать порядка 200 единиц грузового транспорта. Тамила Хамицаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Системе МЧС России большое внимание уделяется спортивной подготовке бойцов. Систематически проводятся различные турниры и чемпионаты. В Северной Осетии прошли соревнования по плаванию среди команд министерства со всего Северного Кавказа. В
В турнире принимало участие 9 команд. Это представители главных управлений поисково-спасательных отрядов МЧС России «Поиск ФО». В каждой команде 4 человека, 3 юноши и девушка. Всем участникам предстояло преодолеть дистанцию в 100 метров, а также выступить в эстафете. По итогам результата всех участников лучшей в первенстве стала команда из Дагестана. На втором месте представители Северной Осетии. Вот уже лет 13, как я регулярно хожу в бассейн. Очень люблю плавание, советую всем заниматься плаванием. Сложнее всего, конечно, с девушкой из Дагестана. Я очень хотела ее погнать, но, к сожалению, не получилось. Наш Коста, мать-сирот, великий, родина Коста. Во Владикавказе открылась художественная выставка, приуроченная к 155-летию великого поэта Коста Хитагурова. Здесь представлено около 200 работ как известных художников Северной Осетии, так и молодых мастеров. Экспозиция – одна из самых представительных художественных выставок в республике. На выставке работы живописи, графики, изделий из керамики, ювелирными украшениями, а также декоративно-прикладное искусство. В каждой картине подробно показан отрывок из жизни поэта. Ценители искусства могут поближе ознакомиться с его бытом и деятельностью через живопись. 3 поколения художников Северной Осетии выставились. Вот их отношение и уважение к его великого имени. Выставка чем приятно и радует человека, потому что молодежь современная, именно художники, а у нас очень сильный отряд художников в Осетии, сказал, как 3 поколения, и они к этой дате готовились особо.